Кремле прокомментировали заявление Пашиняна о том, что Армения может выйти из ОДКБ. В Таджикистане тела погибших боевиков не будут выдаваться родственникам. Китай предоставит безвозмездную помощь Таджикистану в $57 миллионов. Из Сирии в Таджикистан доставлена еще одна группа женщин и детей. В Белгородской области Российской Федерации проходят диверсионные боестолкновения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна может выйти из Организации договора о коллективной безопасности, передает «Коммерсант». В целом ОДКБ – это организация, которая имеет свой авторитет среди государств-членов, организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях, и организация, которая с нашей точки зрения имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию. Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями. Будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ, сказал Песков во время пресс-колла. Ранее Никол Пашинян допустил, что Армения может приостановить или заморозить членство в ОДКБ. По его словам, если Ереван официально решит выйти из организации, то это произойдет после того, как он зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Так, по-прежнему открытым остается вопрос о прибытии мониторинговой группы ОДКБ в страну, отметил премьер. Если же Ереван придет к выводу, что организация больше не действует в Армении, то статус члена ОДКБ будет мешать ему обсуждать вопросы безопасности, в том числе вопросы поставки техники и вооружений с другими странами, заявил Пашинян. ОДКБ – региональная международная организация. Она объединяет 6 стран – Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан. Об опасениях, что Армения выйдет из ОДКБ, Пашинян заявил в сентябре 2022 года. Это произошло после того, как организация отказала Еревану в военной помощи на фоне эскалации с Азербайджаном, пообещав отправить в страну мониторинговую миссию. Согласно утвержденным правительством Таджикистана новым правилам погребения террористов, погибших при терактах или убитых в ходе антитеррористических операций, их тела не будут выдаваться родственникам. Как сообщает радио «Озоди», копия документа, принятого правительством 28 апреля и зарегистрированного Минюстом страны 5 мая, оказалась в распоряжении «Озоди» 22 мая. Тела террористов местные власти и организации, осуществляющие захоронение, должны предать земле там, где укажут следственные органы, говорится в правилах. Кроме этого, о месте их захоронения никому сообщаться не будет. В регистрационной книге не указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения и смерти, а также номер могилы террориста. А в документе будут лишь указаны дата и кем выдано врачебное свидетельство о смерти, наименование и адрес организации, осуществляющей захоронение. Тело к месту похорон будет доставлено в закрытом гробу. В правилах сказано, что о смерти убитых в ходе антитеррористических операций иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Таджикистан из других стран, известят дипломатические представительства или консульские учреждения соответствующих государств через Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Группа граждан Таджикистана из 104 человек была возвращена вечером 21 мая с Сирии в Душанбе. Это вторая группа граждан Республики Таджикистан, возвращенные домой спецрейсом из Сирии. Зубайдулло Зубайдзода, посол Таджикистана в Кувейте и Сирии, отвечающий за кампанию по возвращению женщин и детей, сообщил, что в Таджикистан из сирийского лагеря Аль-Холь были доставлены 104 человека, в том числе 31 женщина и 73 несовершеннолетних детей. Все эти женщины и дети содержались в сирийских лагерях, многие из них – жены погибших боевиков террористических организаций. В аэропорту Душанбе возвращенных на родину граждан встретили заместитель премьер-министра Матлюбахон Сатарион, помощник президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Эмомали Насреддин Зода и другие официальные лица, сообщает МИД Таджикистана.
Абдугафор Камол, представитель МИД Таджикистана, сообщил, что всех прибывших спецрейсом доставят в специально отведенные места, где они пройдут курс реабилитации при необходимости лечения. Правительство Китая предоставит Таджикистану безвозмездную помощь в размере 400 миллионов юаней. Это около 57 миллионов долларов, говорится в проекте соответствующего соглашения, опубликованного на портале правовой информации Минюста Республики Таджикистан. Данное соглашение, наряду с 12 другими договоренностями о двухстороннем сотрудничестве, было подписано в минувший четверг в Пекине по итогам встреч и переговоров на высоком уровне между Таджикистаном и Китаем. В проекте отмечается, что помощь представлена по просьбе правительства Таджикистана для реализации проектов, согласованных сторонами. Конкретные условия по проектам будут предусмотрены в дополнительных договорах, подлежащих подписанию сторонами, подчеркивается в проекте соглашения. В нем говорится, что Национальный банк Таджикистана и Государственный банк развития Китая взаимно открывают беспроцентные и безрасходные счеты по оказанию финансовой безвозмездной помощи. Во время использования средств безвозмездной финансовой помощи порядок ведения счетов осуществляется в соответствии с порядками и правилами АО Государственного банка развития Китая. И банки будут отчитываться перед сторонами о состоянии счетов, заключается в проекте соглашения. Белгородская область Российской Федерации утром в понедельник, 22 мая, подверглась массированному обстрелу. Телеграм-каналы сообщают об боестолкновениях и заходе украинских танков на территорию КПП Грайворон. Ситуацию прокомментировали власти в Белгороде, Москве и Киеве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского округа. Вооруженные силы Российской Федерации вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, написал Гладков в телеграм-канале в понедельник, 22 мая. Он сообщил, что после обстрела села Глотово того же округа ранены 2 человека. Ранее Гладков заявил об обстреле Грайворонского городского округа украинскими войсками. Гладков также утверждает, что на его регион совершается массированная информационная атака, чтобы вызвать панику среди населения на фоне массированного обстрела Грайворонского городского округа. Он опроверг сообщение, что в Шебекинском районе готовится эвакуация населения. В Киеве прокомментировали события в Белгородской области. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил об оттеснении противника с целью создания полосы безопасности для защиты украинцев. Сегодня Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России, который состоит из граждан Российской Федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородчины от так называемого режима Путина, указал он в интервью телеканалу «Суспельне». Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к событиям в Белгородской области. Единственная движущая политическая сила в тоталитарной стране из закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию. Впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России, написал он в Твиттер. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о работе по выдавливанию с российской территории и уничтожению проникшей в Белгородскую область группы. По его словам, президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о ситуации. При этом сил и средств на месте достаточно. Кроме того, Песков заявил о диверсии, подчеркнул, что ее целью является отвлечение внимания от бахмутского направления. В МВД Белгородской области ввели план Эдельвейс, сообщает телеграм-канал «База». По ее данным, объявлен общий сбор сотрудников во всех отделениях полиции региона. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.